Проблем много у наследников точно будет. У меня есть такой кейс сейчас в работе, когда развод произошел в России, по решению суда развели людей. И если застройщик какие-то препятствия организует здесь, то можно пойти в суд и без участия застройщика по судебному решению зарегистрировать сервитут на этот участок. Соответственно, он должен отчитаться по этому договору в налоговую и заплатить 15%. Всем привет! Меня зовут Юлия Лебедева. Я живу в Таиланде 11 лет. Я профессиональный брокер и предприниматель. И сегодня я хотела бы поговорить с нашим прекрасным юристом про налоги, про собственность и вообще, насколько безопасно купить жилье в Таиланде. Привет, Алена, рада тебя видеть у себя в гостях. Расскажи, пожалуйста, свою историю, как ты здесь легализовалась, как давно ты здесь, купила ли ты свою недвижимость, либо ты арендуешь. Привет, Юля. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мне тоже очень приятно быть здесь. Спасибо, что пригласила. Я живу в Таиланде уже 13 лет. Последние 6 лет я занимаюсь юриспруденцией, я по образованию юрист. Работала юристом в России, прилетела сюда, поработала какое-то время в юридической компании, и сейчас уже у меня своя компания с достаточно большим штатом, с лицензированными юристами и лицензированными бухгалтерами. Wow. Поэтому мы очень хорошо разбираемся в законах, очень хорошо разбираемся в недвижке и ответим на все ваши вопросы. Вообще супер. Ну тогда самую базу давай раз и навсегда разберемся, можно ли иностранцу владеть недвижимостью в Таиланде и формы собственности вообще какие бывают? Да, иностранец может, конечно, владеть недвижимостью. С формами собственности есть вариации, потому что и законодательство определенное Таиланда вносит свои нюансы, вносит свои корректировки во владение, и цели владения недвижимостью. Ну, мы говорим про два основных права, да, это freehold, полное право собственности, когда вот ты купил квартиру, и все, ты в ней живешь, ты ей пользуешься, ты ей распоряжаешься, передаешь по наследству, никаких вопросов нет. И второе право, это leasehold, это право долгосрочной аренды, которое заключается на 30 лет, и потом может быть обновлено еще 2 срока там, по 30 лет, то есть общий срок 90 лет у нас получается аренды. Тоже хорошее право, тоже можно владеть, распоряжаться, жить в этой недвижимости, даже сдавать ее в аренду, получать доход, но с определенными, конечно, нюансами, поскольку аренда – это не собственность. Ну вот, интересно, ты, кстати, сейчас сказала, что может быть в будущем дальнейшая пролонгация. А как вообще на самом-то деле? Ну, во-первых, возможно ли передать право собственности, если мы в рамках 30 лет смотрим, передать по наследству детям, внукам там, и тому подобное? И вообще, возможно, в каких условиях возможна дальнейшая пролонгация вот после 30 лет? А по поводу наследства, это очень частый вопрос, люди переживают. Конечно. И правильно делают, естественно, потому что, знаешь, такая забавная история, когда мы рассказываем, например, клиентам про завещание, что, надо, ребята, его составлять. Вот вы купили недвижимость, надо сделать завещание, потому что вот так и вот так и вот так. Без завещания будет сложнее. Люди настолько не любят про это говорить и думать, что отказываются даже вникать в эти вопросы. Хотя, как можно, вы купили... Я соглашусь, у меня был опыт этот, я потом поделюсь обязательно. Да, то есть ты покупаешь недвижимость, ты вкладываешь деньги серьезно в эту недвижимость, а что с ней будет, если что-то случится? У нас, например, в чужой стране, чужой стране, с чужим языком, с непонятным правом законодательством, вообще куда идти, к кому, к тайцам-юристам, которые по-английски зачастую говорят достаточно проблематично. Проблем много у наследников точно будет, поэтому обезопасить себя, обезопасить своих наследников и дать возможность им спокойно, без всякой нервотрепки получить это имущество, это же, я не знаю, мне кажется, это такая обязанность человека каждого, у которого есть дети. На каком этапе стоит уже подумать о завещании, как его стоит составить вообще-то при подписании контракта у застройщика, либо после того, как он уже получил свидетельство на вид собственности, пришел к тебе и там сделал завещание, как вообще этот процесс происходит? Во-первых, на leasehold мы можем передавать по наследству. Спокойно можно составить и завещание, и вступить в наследство именно когда мы говорим о leasehold. То есть про freehold тут обычно вопросов не возникает, это право собственности. Все знаем, что мы можем передать его. То leasehold здесь еще раз гарантирую, что можно его передать, и мы вступали в наследство для клиентов именно leasehold.
Лизхолд можно, любое вообще право можно передать по наследству на любом его этапе. То есть, когда, допустим, мы подписываем договор с застройщиком, а строительство у нас будет 2 года. Вот если какой-то продолжительный промежуток времени, то есть смысл завещания составить уже на этот договор, потому что будут какие-то платежи, будут потом от застройщика либо нужно доплачивать, либо нужно возвращать деньги, да, если что-то случится. И хорошо, если есть наследник четкий, который понимает, что он будет дальше делать с этим. Потом, когда у нас регистрация договора лизхолда происходит в земельном департаменте, у нас возникает новое право, потому что вот этот договор лизхолда, заключенный до земельного департамента, до регистрации, он идет, скажем, предварительным договором о намерениях. Вот стороны заключили договор о том, что они зарегистрируют право аренды. Соответственно, право аренды вступает в силу после регистрации. И с момента регистрации право у нас меняется. Мы уже не права по договору продаем, либо передаем по наследству, а уже право лизхолда аренды зарегистрированное. Поэтому вообще рекомендуется завещание периодически обновлять. Мы, когда составляем завещание, мы его пишем, стараемся прописывать максимально все имущество, которое есть, для того, чтобы не было споров у наследников, для того, чтобы наследники понимали точно, какое имущество они имеют право унаследовать. Но также добавляем оговорку, что и все, любое другое имущество, находящееся на территории Таиланда и принадлежащее умершему на момент смерти. Вот, для того, чтобы расширить это максимально. Это классный пункт да. вообще. Но когда у нас, получается, вот это право поменялось, да, то есть было право по договору, а стало уже зарегистрированное право аренды, то желательно изменить завещание, заново его составить для того, чтобы прописать именно текущее право, чтобы не было еще раз каких-то разночтений и споров впоследствии. Завещание – это не такая дорогая услуга. Когда человек покупает объект недвижимости за 10 миллионов бат, 15 тысяч бат потратить на завещание – это ни о чем, согласись. Это причем в Паттайе также. Вот. И причем 15 тысяч бат – это включая, мы еще и регистрируем завещание в администрации. Прям. Потому что если его не зарегистрировать, если оно утеряно, наследник его никогда не найдет. А наследник может и не знать, что завещание было. Или, допустим, знает, но не знает, откуда он может знать детали, если ему не показали это завещание. При утере завещания, если оно не зарегистрировано в администрации, его невозможно найти. Поэтому мы регистрируем в администрации, все четенько. Ну и, собственно, перерегистрация, составление нового также будет стоить 15 тысяч бат. Но еще раз, согласись, это не те деньги, которые стоит экономить. Да. Вопрос вообще срок действия этого завещания. Бессрочное. До момента смерти. Отлично. Точнее, он, скажем так, этот документ вступает в силу в момент смерти. Да. По-хорошему. Тогда еще вопрос. У меня просто был опыт с завещанием, и клиент в одно завещание указал несколько квартир, там 4-5. За каждую квартиру отдельно 15 тысяч. Или это все в одном завещании, туда указывается вся собственность владельца, верно? Все делаем в одном завещании, конечно, в одном можно прописать сколько угодно объектов, причем мы рекомендуем прописывать не только объекты недвижимости, например, транспортные средства, Серьезно? банковские счета, конечно, а банковские счета, а если у человека большие миллионы на счетах, куда они потом пойдут? Это тоже все вводим в наследство, вступаем без проблем. Тогда вопрос, окей, как бы это слишком печальная волна, кто-то умер. Давай по-простому. Если кто-то развелся, как они делят свое имущество? Вот это, кстати, очень распространенная история, и у меня таких кейсов много наверняка. И у тебя такое было, как быть? Классный вопрос, да. Но он, по-моему, еще сложнее. Я не знаю, позитивный он или негативный, для кого как. Вот я и хотела сказать, что не факт, что он позитивнее, чем момент завещания. Главное решить вопрос позитивно, поэтому рассказывай. Супер. Ну, как юрист, я могу дать совет всем, кто вступает в брак, подписывайте брачный договор. Согласна. Вот абсолютно. И самое простое в брачном договоре указать, что имущество, которое зарегистрировано на одного из супруга, является его личной собственностью. То есть вот эти вот моменты регистрации в процессе жизни, когда согласие вроде как есть, когда есть любовь и все хорошо, можно договориться, да, кто на что оформляет, на кого оформляется конкретный объект. Там как-то кто кому дарит, или там какие-то, может быть, я не знаю, равномерное распределение. Да. То есть когда у людей нет конфликта, об этом договориться достаточно просто. А когда уже возникает конфликт, о договоренностях речи быть не может. Поэтому самое простое – это подписывать брачное соглашение и просто прописывать, что зарегистрировано на человека, остается в его личной собственности. Хорошо. Вот нет, вот, допустим, у меня последний кейс. Муж с женой прожили вместе, я серьезно говорю, 50 лет. Ого. И вот они решили разойтись. У них в собственности
на него был оформлен чинот в собственности 6 квартир. Вот они разводятся, и как вот им делить имущество? Конечно, никакого брачного договора у них не было, но вот как мирно решить такой вопрос? Мирно решить можно только сев за стол. За стол, и вот, Да. понятно, вот они договорились, какие документы нужны для Таиланда, чтобы, я не знаю, как это теоретически вообще выглядит просто. Ну, я поняла суть вопроса. Суть. Да, смотри, давай здесь все-таки, наверное, два аспекта этого вопроса разберем, когда они сели и договорились, и когда они не смогли договориться. Вот. Потому что самое страшное начинается в этот момент. Если они сели и договорились, здесь все просто. Сначала нужно развестись, расторгнуть брак, и потом переоформить все объекты так, как договорились. Если ни у кого нету претензий, нету конфликта, то просто идем в земельный департамент и переоформляем право собственности на конкретного супруга. А вот если есть конфликт, вот здесь ситуация, конечно, действительно очень тяжелая. У нас, во-первых, 2 гражданина России, которые брак наверняка заключили на территории России, а не Таиланда. Естественно. И в Таиланде его, конечно же, не подтверждали. Конечно же. Поэтому, но тем не менее, вот эти зарегистрированные все отношения, не только брак, а абсолютно любые взаимоотношения, права, которые подтверждены госорганами, в другой стране, они здесь всегда признаются. Но процедура признания может быть чуть более сложная, да, чем если бы это было заранее сделано. Но заранее, на самом деле, это, конечно, не такая история, когда нужно всем говорить, что давайте свой брак будем вот здесь подтверждать. Нет необходимости в этом. Как работает история, если у людей конфликты, они разводятся по российскому закону? Во-первых, по тайскому закону их не разведут. Развестись можно только в России. В России, когда выносится решение о разводе, в этом решении может быть либо указано, как распределяется имущество, кому что отходит, и как опека над детьми, допустим, да, осуществляется, если есть дети, а может быть не указано. У меня есть такой кейс сейчас в работе, когда развод произошел в России, по решению суда развели людей, там не указано ничего про детей и про имущество, а живут они в Таиланде, и имущество все находится в Таиланде, дети учатся здесь, соответственно, здесь у нас идет спор об имуществе, и здесь у нас спор идет об опеке над детьми. То есть, когда вынес решение государственный орган Российской Федерации, неважно, это ЗАГС или суд о разводе, да, это решение здесь через тайский суд признается, вступает в силу, и на основании этого решения уже тайский суд определяет, кому какое имущество достанется. Вообще по закону, так же, как и в России, общее имущество супругов делится 50/50. Естественно, в каждом бракоразводном процессе будут нюансы. Где-то есть несовершеннолетние дети, где-то нужно их содержать, где-то какой-то супруг должен алименты платить, какой-то не должен. Вот эти все вещи, они учитываются при разделе имущества. Плюс, допустим, может быть какая-то собственность личная даже в браке. Например, если она по наследству перешла, если ее подарили, это личное имущество будет супруга. Но это все можно сделать здесь. Конечно, проще это все заранее решить, определить, там, подписать тот же брачный договор, либо в России разделить имущество, чем это делать здесь. Но если другого выхода нет, здесь тоже все работает. Получается, сначала решаем вопросы в России. Если даже их развели без учета имущества по закону 50/50, это как-то подтверждает суд, я его перевожу на тайский язык и уже подаю иск, допустим, в суд. И уже по закону Российской Федерации здесь делят имущество. Не совсем. Не совсем. Мы делим имущество по закону Таиланда. Но что касается общего семейного имущества, здесь он совпадает с законодательством России, поэтому, в принципе, недопонимания никакого не возникает. Еще раз, то есть если российский суд вынес решение без деления имущества, деление имущества происходит здесь, на территории Таиланда, все делается по тайскому закону, и тайский судья определяет, какое имущество кому достается. По решению суда мы потом регистрируем уже имущество на конкретного супруга. Тогда лучший, наверное, еще способ при покупке жилья здесь с супругом сразу же на месте в Таиланде поделить это как-то документально, прописать уже на территории Таиланда, и по российским законодательствам они могут, в принципе, жить по своим правилам. Лучше решить этот вопрос здесь, это проще. Верно. Но здесь тоже, смотри, главное, чтобы не было конфликта, потому что если они, допустим, купили там 6 квартир, да, в Таиланде прописали, что 3 на мужа, 3 на жену, а в России прописали, что 2 на мужа, а 4 на жену. Тогда нет, будет вот серьезный конфликт. А если в России не учитывать эту недвижимость вообще, вот смотри, мы же сейчас все равно, у нас блог про лизхолд, она же, мы потом подойдем к этому, чем она может не обязывать, допустим, покупателей. И, в принципе, если не прописывать правила по тайской недвижимости в России, можно только здесь, это будет действительно.
Верно. Все. Более того, даже любые решения российского суда, если мы говорим о бракоразводном процессе, о вступлении в наследство, о чем угодно, гражданские иски, допустим, о взыскании имущества, любые решения российского суда здесь будут признаны. То есть, если российский суд присудит все имущество, допустим, одному из супругов, да, здесь в Таиланде мы его имплементируем, введем в действие через суд и зарегистрируем в земельном департаменте. То есть тут уже не может быть оспорено решение российского госоргана. Очень интересный пункт, это прям вау. Действительно, тему браков мы давай не будем негативить тут, чтобы все жили дружно и счастливо. Все-таки теперь интересен вопрос еще про вторую форму собственности. Она просто тоже популярная, тайская квота. И твое мнение, и вообще, как это вообще происходит процесс? Слушай, здесь вообще вопрос классный, потому что я сейчас в последнее время начала много общаться с агентами недвижимости из ПТИ именно, Да. и у нас настолько разная терминология, настолько разное понимание, хотя мы в одной стране живем, просто разные провинции. Да. Вот. К чему я говорю? Ты говоришь, тайская квота. Фрихолд. В Таиланде, на Пхукете такого понятия даже Да, нет. Мне да, когда да, первый раз да. агент из Паттайи сказал «тайская квота», я сижу, думаю, так, подождите, есть иностранная квота, тайская квота, 51%, Я, в чем кстати, вопрос? являюсь королевой тайской квоты. В свое время это у меня как? такое. Это я ее просто очень много продавала. Мгм. Ну, я хочу твое мнение услышать, Да, да. и потому я свое скажу со стороны Паттайи Да, конкретно. да. Это вот. Так, давай разберемся, в итоге Да. поясним нашим подписчикам, прекрасным Вот и Лисхол мы слушателям, объяснили. что такое тайская квота. Смотрите, когда строится кондоминиум? Кондоминиум в Таиланде является юридическим лицом. Мы все знаем, что юрлицо, любая компания в Таиланде признается тайской только если не менее 51% акций принадлежат тайским гражданам. То же самое с кондиком. 51% квартир в кондике должен принадлежать тайским гражданам. Неважно, физлица или юрлица, вот она тайская квота, 51%. А 49% уже уходит в иностранную квоту, то есть у нас 49% квартир в кондоминиуме может купить иностранец на праве собственности во фрихолд. Как только эти 49% исчерпаны, они, кстати, по площади считаются, по общей площади квартир. Вот дальше идет вопрос. По площади, интересно. Да, не по количеству, потому что там же Площадь, идет, супер. да, по площади. Когда иностранная квота исчерпана, дальше встает вопрос, каким образом купить квартиру в этом кондике иностранцу. Вот тут у нас есть два варианта. Первый вариант – это leasehold. Он абсолютно соответствует закону в данном случае. Почему? У нас собственником квартиры остается застройщик, тайское юридическое лицо. А leasehold – это договор аренды, который регистрирует на себя иностранец. То есть здесь все четко, квоту мы соблюли, кондик является тайским юрлицом, никаких проблем нет. Либо тайское физлицо, да, может купить во фрихолд, естественно, эту квартиру. И вот отсюда возникает следующий момент. Я знаю, что в Паттайе или в Паттайе, я уж извиняюсь, и так буду говорить, кому как больше нравится. Да, кому как больше нравится. Да. Мы тут не лингвистическое шоу у нас. Во-первых, да, во-вторых, смешная ситуация. Живем в Таиланде уже до хрена лет, Да. и не знаем, как правильно, краби или краби? Краби. Паттайя Краби. или Паттайя? Самуи вот или Самуи? Самуи, кстати, Слава богу, да. с Пхукетом нет Пхукет вопросов. Отец Пхукет. Слава богу, его Пхукет никто не Да. называет, да? Ладно. Точно. Так, вернемся, Вернёмся, собственно, к да. тайской квоте. Вот, у нас ситуация, исчерпана квота. Человек приходит, клиент, и говорит, какой leasehold, что за договор аренды, я Чё хочу вы? собственность полную, как вообще? И тут приходит какой-нибудь тайский бухгалтер и говорит, я тебе сделаю собственность. Смотри, я тебе открою компанию тайскую, там будет на 51% тайский акционер, то есть у тебя квота соблюдена, и эта компания купит эту квартиру, а ты будешь директором компании и вторым акционером. Вот так делали все на Пхукете последние лет 20, наверное. Так делают все в Паттайе или Паттайе до сих пор. Конечно. Да, но по факту у меня здесь абсолютно четкое мнение. Я не буду его скрывать и Это вуалировать как-то. прекрасно, я его знаю. Расскажи же, потому что это очень важно. Это очень незаконно. Я знаю. В общем, это серая схема для обхода закона, да, потому что закон четко говорит, иностранцы больше, чем на 49% не могут зайти в кондоминиум. Вот для того, чтобы обойти закон, мы создаем компанию, и квартирой владеет компания.
И, во-первых, это схема обхода закона. Любой обход закона, как отмывание денег, является нелегальным, является и влечет за собой определенные юридические последствия, с которыми Пхукет столкнулся несколько лет, уже последние сталкивается постоянно. Поэтому риски здесь большие. Я думаю, что мы про них чуть позже как-то еще поговорим, да, или сразу рассказывать. Да, ну, давай, да. Все равно рассказывай про риски, и все, вот мы уже в блоке, потому что это очень интересно. Да, хорошо. Собственно, какие риски? Вот получается, во-первых, 51% доли компании принадлежит какому-то тайцу. Кто этот тайц? То есть, что вообще такое компания? Вот мы с тобой договорились, что мы будем вести какую-то бизнес-деятельность, да, мы хотим зарабатывать деньги. Мы вместе открываем компанию, распределяем доли в этой компании так, как мы должны прибыль получать с этой деятельности, и начинаем работать. То есть, это партнеры. И вот получается компания, в которой 51% тайскому акционеру принадлежит. Кто этот таец? Вы его хотя бы видели раз. То есть я к чему? Вот этот человек, которого вам предоставил, допустим, аудитор, да, там сказал, я вам дам тайского акционера, у меня они все под контролем, вот он подпишет вам документы, отказные письма. Вот, я хотела сейчас с языка сняла. Просто мыслим в одну сторону. Вот, подпишет он вам документы. Что не претендует на управление компанией собственности квартиры. И если что, вы можете без его участия поменять акционера. Только так. А вы в курсе, что акции вообще-то собственность акционера? Если вы без участия акционера меняете его, то есть передаете его акции другому, это считайте кража? Так а что же с отказными письмами? Ой, вот это вот, давайте вот сначала в ситуации разберемся таки, да? То есть у нас получается, что, да, окей, у тебя на руках отказные письма, вот они от твоих тайцев, да, что ты можешь действительно в любой момент этого тайца поменять, он сам подписал, но смотри, по закону, решение в компании на собрании акционеров принимается простым большинством голосов. Простое большинство 51%. То есть один таец, акционер, без даже твоего участия может принять решение о смене директора, о выплате дивидендов, о распределении прибыли, о продаже активов компании. А на компанию оформлена квартира. Понимаешь здесь, да? Но действительно от этого есть способы защиты, там можно поднять кворум, например, на общем собрании акционеров, чтобы таец без иностранца не мог принять решение. Но в итоге получается все равно незаконная схема, потому что таец является номиналом, то есть он не является реальным партнером компании, который внес 51% стоимости этой недвижимости. Этот таец, который у вас в компании, скорее всего, какой-нибудь бармен, официант или работник, да, таксист или работник плантации, а квартира стоит 10 миллионов. Откуда у такого тайца 5 с лишним миллионов на покупку квартиры? Хорошее наблюдение, это прям вау. Да, то есть получается, что доказать невозможно, что у тайца были эти деньги на оплату уставного капитала. Таец уставный капитал не оплачивал, соответственно, в недвижимость деньги не вносил. Он не является реальным партнером, он является номиналом. Номинальный тайский акционер – уголовное преступление. Ответственность лежит как на акционере, так и на директоре компании. А директором является иностранец. И сейчас очень активно начинают говорить о бенефициарах компании. Бенефициары – это те люди, которые реально управляют компанией и получают всю прибыль от деятельности компании. То есть бенефициаром в любой такой компании будет иностранец. И получается, что иностранец нарушает закон, причем не просто нарушает закон, а уголовный кодекс Таиланда. Соответственно, что за этим следует? Штрафы, но это ладно. Тюремное заключение, депортация и блэк-лист. Так что оформление недвижимости на компанию – это история, которую нужно максимально обходить. Лизхолд даже на 30 лет только зарегистрированный – это гораздо более уверенное и гарантированное право, чем оформление объекта на тайскую компанию. Вот сразу параллельные вопросы. Сначала про 30 лет все-таки добьем этот лизхолд. Что должно быть написано в контракте, чтобы застройщик пролонгировал его еще на 30 лет? Вообще, как эта процедура? Были кейсы дальнейшей пролонгации еще 2 раза по 30? Вообще, вот этот самый важный вопрос, наверное, в моей голове. Да, это правда самый важный вопрос, учитывая, что мы сейчас по инициативе тайских проверяющих госорганов уходим от компаний тайских, да, номинальных, вот чтобы... Но я к ней еще вернусь, у меня есть очень важный вопрос для тебя, для моего успокоения,
Поэтому мы еще вернемся. Да, без проблем, это я отвечу на вопросы. Я к тому, что при оформлении недвижимости мы от этой схемы стараемся уходить. Более того, мы сейчас со всеми нашими клиентами, которые вот у нас на обслуживании находятся, у которых компания, у которых недвижимость зарегистрированная на компанию, мы проводим полную ревизию. Мы какие-то компании закрываем, переоткрываем, переоформляем недвижимость, если они слишком коряво были открыты. Мы проверяем, чтобы тайские акционеры могли хотя бы ответить на вопросы, допустим, да, проверяющих госорганов. Мы, где возможно, стараемся, допустим, вилла и земля у нас, да, земля на компанию, вся недвижимость оформлена на компанию. Вот мы виллу переводим на иностранца, перерегистрируем полностью во фрихолд. Виллой можно владеть на праве собственности, на полный фрихолд. Да, это, правда. Подожди, давай сейчас мы вернемся, записали. Да, сейчас прям вот я после моего монолога, я прямо подведу итог, как нужно сейчас оформлять недвижимость, самый безопасный способ. Соответственно, мы выводим с компании виллу, оформляем на иностранца. Земельный участок мы стараемся вернуть застройщику и взять лизхолд. Да, к сожалению, не все застройщики на это идут, но надо сказать, что у нас навыки ведения переговоров оттачиваются каждый день. У меня уже юристы так с ними ведут переговоры. Я подписываюсь. На самом-то деле это выгодно всем. Да, это действительно самая классная история. То есть главная задача сейчас для, допустим, вот тех клиентов, которые у нас на обслуживании, это всех клиентов увести с компании закрыть, чтобы не было никаких вопросов. Могу еще одну страшную историю, кстати, рассказать. В смысле? Ну что здесь с тобой собрались? Ты спрашиваешь? Чем страшнее, тем лучше. Нам нужно знать вообще на самом деле много больше, потому что еще больше вопросов у меня в голове. История. Ну хорошо, начинаю. В темной комнате. Так, значит, страшная история. Вот мы 3 года назад для моего клиента купили компанию, которая владела недвижимостью. Как вообще все делалось и зачем? Компания для владения недвижимостью с какой-то стороны была очень классным решением, потому что действительно, с одной стороны, тайская квота, с другой стороны, когда мы продаем недвижимость, мы же, если у нас на физлицо оформлено, мы идем в земельный департамент и платим налоги 6%, ну, там, грубо говоря, да, плюс-минус. 6% налогов со стоимости. Ужас, так много. Вот чтобы их не платить, мы вместо продажи недвижимости продаем акции компании. Налоги не надо платить. Боже мой, какая красота. Ну, выходишь с состава в учредителя и встаешь. То есть просто меняем акционеров. Но здесь тоже вот как раз сейчас возвращаемся к номинальности. Вот у нас номинальный, допустим, объект недвижимости стоит 10 миллионов бат. Уставный капитал компании должен быть равен стоимости объекта недвижимости, то есть тоже 10 миллионов бат. И вот, соответственно, этот уставный капитал, что такое уставный капитал? Взносы акционеров. Да. Каждый акционер в своей доле должен был его внести. Вот. И у нас получается уставный капитал 10 миллионов бат и номинальная стоимость акций общая 10 миллионов бат. Мы меняем акционера и показываем все абсолютно без исключения, это я прям гарантировать могу, без даже проверки. Все регистрируют в департаменте бизнеса смену акций по номинальной стоимости. Какой в этом смысл? Вот я купила объект недвижимости. Я его через 5 лет зачем буду по той же цене продавать? Ну, если у меня ничего не случилось в жизни и не какая-нибудь там срочная продажа, да? То есть логично, что должна быть какая-то прибыль. А компания у нас 5 лет дивиденды не распределяла, прибыли не получала, и акционер раз и по номиналу слил свои акции. Сразу вопрос. Это доказательство номинальности акционера. Налоги-то никакие не оплачены. Ни с прибыли при продаже акций. Баланс оставался. Ну, понятное дело, а компания же должна вообще-то бизнес-деятельность вести так-то. Зачем компания? Такой оборот. Да. Поэтому вот это вот еще один момент, который достаточно такой. Так вот, собственно, приобреталась недвижимость на компанию для того, чтобы избежать оплаты этих 6% налогов. Поменяли акционера, и все, акции перевели на другое лицо. В итоге 3 года назад мы купили компанию для моего клиента. Компания владеет достаточно дорогой виллой. Поменяли там, естественно, акционера, поменяли директора. Директором стал клиент. Все старые, естественно, оттуда ушли. От аудитора, от старого мы забрали компанию, обслуживали сами. То есть все хорошо. Все привели в порядок, все чистенько. В этом году пришла проверка к тому аудитору, который вел компанию до нас, вот 3 года назад, у которого мы ее купили. И его акционеры этого аудитора попали под эту проверку. И в том числе
один из акционеров был в этой компании. И проверка пришла не к тому директору, который был 3 года назад, а к текущему, к моему клиенту. Поэтому сейчас мой клиент отвечает за номинальность акционера, который был в компании 3 года назад. Представляешь? А как он так вышел? Ну, он вышел, по сути, или он все равно оставался в компании? Нет, мы 3 года назад его поменяли. То есть мы купили компанию и завели туда нашего акционера. Всех людей. И к нашим акционерам да. Ого, я почему говорю, что сейчас вообще главная цель у нас закрыть компании, все, которые возможно, которые не осуществляют бизнес-деятельность, которые не работают для того, чтобы получать прибыль, которые, ну вот фейковые, компании для виз, например, созданные. То же самое. Визы висят, 2 пермита, 2 визы на компании, да, на иностранца. Там 4 тайца, 8 вообще-то нужно. 8 тайских сотрудников под этих 2 иностранцев на бумаге. Их реально нет. Компания не ведет бизнес-деятельность. Создана для чего? Для отмывания денег. Еще одна история, которая тоже сейчас под проверкой. Поэтому вот, собственно, вывод. Оформление недвижимости на компанию, по моему мнению, да и потому, что происходит сейчас вообще вокруг, это самая рискованная схема. Тогда вопрос сразу. Если уже открыта компания, это для моих клиентов Паттайе, пускай даже и печально, как есть, так и говори. Ну, безусловно. Да, а что здесь, мы уже открыли обойдёшь, компанию, они уже владеют своей недвижимостью на компанию достаточно долгое время, там более 5-10 лет. Вот что следует им опасаться и чего следует вообще им ждать? Самое главное опасение, самый главный страх здесь – это, собственно, вот эта проверка. Проверки на номинальность конкретно. Проверки проводят серьезные госорганы. Это DSI, Департамент спецрасследований, да, это CIB, Федеральное бюро расследований, это Регион 8, это специальное отделение Королевской полиции по экономическим преступлениям. То есть это серьезные госорганы, в том числе из Бангкока, которые проводят эти проверки. И в том случае, если такая проверка придет, номинальность акционера доказать вообще не будет никакой сложности. Там даже доказывать ничего не надо. Акционеру надо просто позвонить, он сам скажет. Я не знаю, что за компания, не знаю этого человека, мне деньги платят. Все. Тогда просто ждать на чеку и молить удачи, что до них не дойдет проверки? Ну, по-хорошему вообще, вот я говорю, почему мы сейчас закрываем, да, компанию можно грамотно переоткрыть. Для этого нужно найти тайца, который акционером не является в 50 компаниях, с которым познакомиться, которого сводить на ужин, дарить подарочки семье, я не знаю, чтобы если ему позвонили, спросили, это кто? Он был на твоей стороне. Да, он сказал бы, да, это моя подруга, да, мы знакомы уже 2 года, да, мы друг с другом ходим в рестораны, она вот мне предложила вместе владеть квартирой, чтобы сдавать ее в аренду, получать доход. Да, конечно, я согласился, классно. Квартира, все. Да, скорее всего, дальше вопросов не будет к этой компании. Но еще раз, на самом деле номинальность акционеров доказать вообще несложно, потому что все тайские акционеры понятно, здесь номинальные. Если он граб такси и даже скажет, что это мой брат, вы разве не похожи? Да. Понятно, это все можно, но с тобой согласна на самом-то деле. По этому вопросу все-таки хочется про пролонгацию 30 лет поговорить. Так, секундочку, я обещала тебе и всем нашим слушателям самую безопасную схему владения недвижимостью в конце. А то мы это уже тут полетели. Да, полетели дальше. В итоге рассказываю, запоминайте, записывайте. У нас есть квартиры, есть виллы. Квартиры фрихолд квоты нет, лизхолд. Лизхолд – хорошее право. Опять же, не хочется лизхолд, посмотрите другой проект. Сейчас проекты, ну, извините, одним местом жуй, ну, серьезно. Да. И, ну, как бы выбирайте репутацию нормальную застройщика, посмотрите другие проекты, где есть еще фрихолд квота. Кстати, тоже для уже владельцев недвижимости, да, у которых уже оформлена квартира, допустим, на компанию, подойдите к застройщику и спросите, встаньте в очередь на фрихолд квоту. Фрихолд квота иностранная. Да, бывает, что освобождается. Квота тоже фрихолд. Ну да, вот видишь, на пакете мы ее фрихолд квотой называем, потому что, иностранная квота. Она бывает освобождается, когда, допустим, иностранец продает квартиру тайцу. И раз одна квартира зашла обратно в иностранную квоту, соответственно, ее можно, подменить на квартиру там клиента. То есть, если площадь совпадает, все это можно сделать. Поэтому у меня клиенты встают в очередь просто на иностранную квоту и надеются, что повезет. Ну, соответственно, либо лизхолд все-таки, да. И что касается виллы и земли, вот здесь все классно.
ребята, покупайте виллу. Вот там вообще все супер просто. Потому что смотри, у нас получается, еще раз, любыми строениями, любыми зданиями иностранец может владеть на праве собственности. Фрихолд полный, никаких ограничений нет. Земельным участком иностранец не имеет права владеть на праве собственности во фрихолд. Но здесь у нас вытекает следующая схема. У нас участок остается в собственности у застройщика. Мы берем этот участок в аренду в долгосрочную в лизхолд, а дом у нас на этом участке во фрихолд. И получается, когда у нас лизхолд заканчивается 30 лет, застройщик, допустим, отказывается продлять, приходит и говорит: выезжай из своего дома. А по закону не имеет права. То есть никто не имеет права выселить человека из дома, который принадлежит ему на праве собственности. Поэтому здесь полиция 100% будет на стороне. Какой документ именно будет именно по праву собственности? Вот ты говоришь, документ будет на... Да. Давай сейчас расскажу про документы тогда дальше. Обязательно, да. Вот, соответственно, у нас дом во фрихолд, земля в лизхолд, и даже если лизхолд не продляется, собственник дома имеет право пользоваться участком для того, чтобы проходить по нему до публичной дороги. И если застройщик какие-то препятствия организует здесь, то можно пойти в суд и без участия застройщика по судебному решению зарегистрировать сервитут на этот участок. Вот сервитут, еще одно право, это право прохода через земельный участок для того, чтобы попасть к публичной дороге. Поэтому дом никто не сможет никогда отобрать. Так что дом и земля, дом фрихолд, земля лизхолд – это идеальная схема. Теперь как это будет выглядеть документально, да? Да. Давайте прямо по порядочку. Земля, вот дом, квартира. Мы пришли к застройщику. Да. Давайте, все, вилла построена. Уже построена. Да, оформляем. Уже все, хорошо. Не будем ждать. У нас есть документы на землю. Главный документ – это чинот называется. Это свидетельство о праве собственности. Компании. Почему? Уже чинот получили. Я вот на передачу землю. Вот от застройщика, передача права к покупателю. Вот этот момент вилл интересует больше. Да, вот по порядку, чтобы понять, какой документ подтверждает, какое право на этот участок. Был контракт купли-продажи, дальше что? Да, все, дальше мы... Во-первых, застройщик должен ввести все в эксплуатацию. Чинот на землю у него точно уже есть. Да. Он либо его выделил из общего земельного участка, либо уже купил маленький. Поэтому чинот – это свидетельство о праве собственности. Это большая А4 формата, кажется, желтая. А1. А1. Да, А1, я, извините, не художник. То же самое. В общем, большая бумага, желтая, такая плотненькая, картонная, да. Там по-тайски все написано с красными печатями. Она называется чинот. Это свидетельство о праве собственности. Чинот выдается на земельный участок и на квартиры. На дома чинотов нет. Вот на земельный участок у нас есть чинот. Дальше построилась вилла. Виллу нужно ввести в эксплуатацию. Когда виллу вводят в эксплуатацию, подают разрешение на строительство, которое получено было перед застройкой, в администрацию, и получают блюбук. Вот когда у нас блюбук, домовая книга получена, там прописан адрес недвижимости. Блюбук – это не подтверждение о праве собственности, это просто регистрация адреса объекта. Вот у нас блюбук получен и есть разрешение на строительство. Это два документа, которые подтверждают адрес и право собственности. В разрешении на строительство указан собственник. Все, застройщик это все получил, у него есть чинот, блюбук и разрешение на строительство. И пошел в земельный департамент, чтобы перевести права на покупателя. На землю у нас лизхолд, напоминаю. Лизхолд – договор аренды. Он регистрируется в земельном департаменте. Причем в земельном регистрируется договор на тайском языке. Он может быть на тайском и на английском, но на тайском он должен быть обязательно. Договор лизхолда. И кроме того, в чинот, вот в это свидетельство о праве собственности, с обратной стороны вносится запись о том, что такого-то числа был зарегистрирован лизхолд на 30 лет на такого-то человека. И плюс прикладывается договор аренды, зарегистрированный лизхолда. Это все документы на землю. На дом у нас есть, напоминаю, разрешение на строительство и блюбук. Идем в земельный департамент, и вот это разрешение на строительство мы меняем на договор купли-продажи дома. Это одна страничка с красными печатями, это регистрация, по сути, договора купли-продажи. Земельно меняем. Да, именно земельный департамент сам эту бумажку составляет. То есть то же самое, когда мы, допустим, у нас сделка на вторичке, мы покупаем виллу, да, у нас уже есть вот этот вот договор купли-продажи, к примеру, мы его составили, там не земельного, который вот мы подписали, покупатель, продавец, да, там русский, английский язык, все как нужно, это тоже предварительный договор. А основной договор – это регистрация в земельном департаменте. Вот это одна бумажка, уже стандартная А4, беленькая, с красными печатями, которая подтверждает, что перешел право собственности перешло, то есть зарегистрировано было. Там прописан новый собственник. Покупатель, продавец прописан, стоимость, объект, все прописано.
И все. То есть у нас получается на дом это Blue Book и договор купли-продажи, получается, остается. На землю у нас договор лизхолда зарегистрированный и, возможно, чинот. Почему возможно? Вот. Потому что, напоминаю, что собственником остается застройщик. И бывает такое, что застройщики отдают на руки чинот арендаторам своим, а бывает такое, что они хранят его у себя. Ну, копии. Да, тогда копия, если хранит у себя. И так имеет место быть, все нормально с этим. Вам не нужен чинот, если вы лизхолд берете, да, то есть оригинал чинота вам здесь не нужен. Кроме того, может быть такое встречается до сих пор, когда проект строится на общем участке. Обычно же участок большой приобретается под проект, да, и потом начинается строительство. И вот застройщик может либо размежевать этот участок, то есть выделить маленький под каждую виллу, а может не размежевывать и строить на вот этом большом участке. И если участок не размежован, то вот этот вот маленький, не выделенный под виллой участок будет только в лизхолд, чинот будет один на весь земельный участок, а лизхолд будет на часть этого земельного участка. Тогда точно вам чинот не дадут. Вот у нас в Лагуне, например, да, такие истории есть. Это логично, потому что он генеральный застройщик, а не владеет большим количеством земли. И в любом случае, ну вот сейчас уже следующий блок вопросов про безопасность. Да. Логика понятна. Получается, у нас на сегодняшний день лизхолд – это супер отличный вариант, если мы покупаем виллы. И, кстати, я же лизхолд именно на землю. То есть виллу мы берем фрихолд всегда. Да. Все, что можно брать во фрихолд, мы берем во фрихолд. Поняли, какие документы нам нужны. Все. Получается, кондо у нас лучше лизхолд, иностранная квота фрихолд, и больше как бы спите спокойно. Да. Все-таки интересно, это пролонгация несчастная. Да. Это как же ее пролонгировать потом? Вот через 30 лет и посмотрим, так и хочется ответить. Я, честно говоря, понимаю ответ. И потому что я с Панганом еще сейчас, мне потом нужна будет твоя помощь. Возможно, тебе интересно будет еще это направление. Ой, обсудим. Обсудим, да. Вот как же все-таки мы же говорим что-то нашим клиентам, и чаще всего 90 лет, везде слышно 90 лет. Я, честно говоря, осознаю риски и понимаю, даже недвижимость на 30 лет как инвестиционный пакет, это вообще вау, супер. Ты просто, настолько у нас сейчас мир меняется, тут вообще неизвестно, что будет, но консервативный ум все равно он останавливает вот это 30 лет. Иногда вот клиентам говоришь 90 лет, там в будущем пролонгация, окей, в контракте прописывают, а как это будет в реале? Вот скажи, как твое мнение просто? Здесь история такая, вот как я говорю, что через 30 лет посмотрим, вот так на самом деле и будет. Но какие-то 30 лет уже прошли, поэтому на что-то мы уже посмотреть можем. Что у нас здесь происходит? Во-первых, в законе четко прописано, что максимальный срок аренды 30 лет. Все. Вот нету вот этого вот, вы можете на 2 срока вот продлить или там заключить новый. Вообще не продлить, конечно, это не продление, это заключение нового договора, да. Но в законе этого нет. В законе срок 30 лет. Все. Вот эти вот 2 дополнительных срока, они сложились на практике для того, чтобы клиентам дать просто больше гарантий каких-то, чтобы клиенты покупали и понимали, что застройщик берет на себя какое-то обязательство о заключении нового договора через 30 лет. Но здесь уже начинаются нюансы. Вот в частности, не так давно, месяца 2 назад, наверное, ты слышала. Естественно. Да, вижу по твоему выражению лица, было принято решение Верховного суда о незаконности продления лизхолда. Страшно, жуть, но на самом деле надо, конечно, там разбираться просто, потому что решение было такое действительно, причем в суде первой инстанции приняли решение о продлении лизхолда, о том, чтобы обязать продлить лизхолд. В апелляции отменили, и в Верховном суде подтвердили апелляционное решение об отмене. То есть не заставляли. Всё-таки нам 90 лет единой цифры. Не совсем, подожди. Не пугай наших клиентов. Ситуация там какая была? Во-первых, вот вкратце расскажу. Собственником дома и земли был таец физлицо. Арендатором был иностранец. Иностранец взял в лизхолд не только землю, но и дом тоже. У него и дом, и земля были на праве аренды вот как раз на 30 лет. И через 30 лет, собственно, таец пришел, сказал, выселяйся, потому что, аренда закончилась, а иностранец пришел, сказал, у меня же в договоре прописано еще 2 срока, и пошел в суд. Вот. В итоге что там было? Во-первых, обращаю ваше внимание, что было физлицо таец, не компания. Когда мы покупаем у компании землю и виллу, здесь работает закон о защите прав потребителей, а потребители у нас всегда
всегда слабое звено, поэтому им дополнительная защита всегда дается. Поэтому мы, покупатели, являемся здесь потребителями. Это первое. Второе. Очень важно смотреть на то, как в договоре прописаны вот эти вот 2 дополнительных срока. В первую очередь они должны быть экономически целесообразными. То есть это не просто должно быть договоренность о намерениях, что вот там, я не знаю, квартира стоит 10 миллионов, и в эти 10 миллионов включены 3 срока. Да как это может быть с точки зрения экономики? Конечно. Ну невозможно. Мы берем в аренду какое-нибудь там производственное помещение, я не знаю, под офис помещение берем. Во всех договорах на коммерческие помещения прописано договор на 3 года, через 3 года увеличение цены на 15%, да? Да, скажи, да, так и есть. Серьезно, так и есть? Ну, конечно. Ну, да, абсолютно все. У меня вот аренда офиса, она поднимается скоро, потому что в договоре так прописано. Любые не там... начинай. Это нормальная история. На самом деле, да. Я с этим тоже сталкиваюсь. Конечно, потому что у нас увеличивается стоимость недвижимости, у нас увеличивается цена аренды со временем. Это логично. Соответственно, у нас и в договоре лизхолда, как в договоре аренды, должно быть прописано не просто 10 миллионов на 3 года, а прописано первый срок там 2 миллиона, второй срок 3 миллиона, третий срок 5 миллионов. Ну там, либо, я сейчас грубо, говорю, понятно, но либо то есть равными частями. Либо равными вот не очень хорошо, увеличение, да. Увеличение. Зачем мы это делаем? Мы показываем экономическую целесообразность, что собственник заключит этот договор аренды не просто потому, что он обещал, а потому, что он прибыль с этого получает. Понятное дело, что мы не будем через 30 лет оплачивать следующие 30 лет, мы оплатим их сейчас. Конечно, застройщик не согласится оплачивать потом. Но хотя бы вот эта вот история, которая грамотно прописана в договоре, застройщику стоит это. Да. Вот. Поэтому вот очень важно, чтобы мы все это подкрепили сейчас, все эти риски, на что покупатель должен обратить внимание в контракте, чтобы ему спалось спокойно и что он юридически защищен. Да. Слушай, вообще я бы начала с того, что самая главная ошибка всех, кто покупает недвижимость в Таиланде, это не проверка договора. Вот когда просто вы берете договор у застройщика, читаете самостоятельно, если вы не юрист, конечно, и подписываете. Потому что договор, вот вы, когда подписываете договор, вы соглашаетесь, что все условия, которые там есть, вы прочитали, поняли и согласны с ними. А там прописано, например, что если вы, у вас рассрочка, к примеру, да, там каждый месяц, не знаю, каждые 3 месяца вы должны что-нибудь платить. И вот очередной платеж не платите, застройщик отправляет уведомление о расторжении договора и забирает все уже оплаченные деньги. То есть вы не просто депозит в 200 тысяч потеряли, вы потеряли 5 миллионов, которые вы уже внесли. Вам нужен такой договор? А вы прочитали это условие? То есть самое первое – это идти к юристу с договором. Там друг есть юрист, попросите друга прочитать. Нету друга, идите заплатите за эту услугу. Это то же самое. Проверка договора, те же самые 15 тысяч бат по сравнению с 10 миллионами, которые можно потерять. Поэтому проверка договора – это прям вот максимально must do, потому что из договора сразу становится понятно, насколько можно доверять этому застройщику. Договоры же бывают совсем такие, что хочется прям заново его написать. Примеры есть? Нет, ладно, я не буду, конечно, говорить, какие застройщики хорошие, какие нет. Да. Но у меня есть список, между прочим, кстати. Это вот, рейтинг застройщиков. Это сразу да. Перейдите в мой телеграм-канал, посмотрите вообще всех перечень застройщиков. И в мой телеграм-канал. Да, я оставлю Аленин данные, чтобы ты в случае чего смогла давать такие услуги, проверка контракта. Это супер важно. Да. Дальше переходим к контракту. Что там же мы видеть должны? Вот, собственно, и есть действительно моменты, на которые сразу можно обратить внимание. Кстати говоря, я воспользуюсь случаем, раз уж ты говорила про свой телеграм-канал. Нужно. Да, у меня тоже есть телеграм-канал. Я его обязательно прикреплю. Да, называется «Правовой клуб». Мы там обсуждаем и недвижимость, и бизнес, и налоговые вопросы, и вообще, в принципе, любые юридические вопросы, которые интересны, либо обычным жителям, либо там покупателям недвижимости, продавцам, либо людям, предпринимателям, которые здесь ведут деятельность. И в том числе в этом телеграм-канале уже есть чек-лист готовый по проверке договоров. Вот прям его можно открыть, тогда посмотреть давай и сделаем интригу. Не будем раскрывать. Нет, я сейчас расскажу. Никакой интриги. Но чек-лист обязательно зайдите, скачайте, это очень важно. Конечно, там просто будет все развернуто. Я вам, конечно, развернуто сейчас не успею. Да, хотя, поэтому... чтобы они уже перед глазами. Вот просто такие моменты, на которые прям точно надо обратить внимание.
контактные данные сторон. Господи, как я люблю начинать с этого каждую речь, потому что, ну серьезно, ко мне приходит клиент, у него спор с застройщиком, потому что застройщик, допустим, не выплачивает гарантированную аренду, или не достраивает, или пропадает со связи, и ну как бы все, строительство не идет дальше. А в договоре нету ни телефона, ни e-mail, ни адреса. Куда нам отправлять официальную претензию? Реально такое есть? Есть. Абсолютно, абсолютно точно есть. Классно, если это компания, и если она еще зарегистрирована и не закрылась, потому что мы в департаменте бизнеса, в DBD, можем посмотреть адрес официальной компании. А если это физлицо? Ну, то есть, понимаешь, да, здесь сразу, как только нету каких-то контактных данных, во-первых, непонятно, куда отправлять вообще официальную любую переписку, официальные запросы, официальные претензии, куда отправлять уведомления о том, что вообще-то мы обратились в суд. И если у нас нету данных ответчика, мы не можем отправить претензию, мы не можем обратиться в суд. Все, зафиксировали. Это важно, такое для меня вроде бы простое. Вот, но кажется, я даже элементарно. не думала, что даже такое есть. Да. Окей, Да. зафиксировали. Вот, ну и второй тоже интересный момент, с которым действительно тоже часто сталкиваемся, это сам объект недвижимости, его конкретизация. Вот они пишут: квартира площадью примерно 30 квадратных метров на 5 этаже комплекса такого-то, ни адреса, ничего. В смысле, примерно пишут? Да, ну они же не построены еще. Пишут приблизительно 30 квадратных метров. Так и пишут, если не построено еще. Ну, Поэтому конкретизация, точный номер квартиры. У застройщиков обычно номер квартиры, когда еще строится, не совпадает с регистрационным номером, но он все равно всегда есть. Конечно. Поэтому номер квартиры, точный адрес там земельного участка, на котором строится вилла, точный план этой виллы, чтобы конкретизировать, что там вообще будет построено. Материалы, из которых строятся. Господи, сейчас самое частое обращение – это некачественная застройка. Ну, слушай, я тебе так скажу по опыту как агент, честно говоря, на Пхукете я знаю только два застройщика, которые дают, из чего они строят материалы. Это крупные застройщики, но комплектацию мебельного пакета они прописывают, а именно строительство – это вообще редкий случай. Есть лайфхак. Вот, кстати, ой, Алён, ты мне сегодня столько информации классной дала. Это прям вообще шедевр, а не выпуск. Действительно. Лайфхак, слушаем. Лайфхак, шоурум. Шоурум – это публичная оферта. Да. Это то, что мы собираемся приобретать. Заходите в шоурум, включаете камеру и каждую плиточку вот так вот снимаете, что там у них наклеено и стоит. И если ваша законченная вилла не будет соответствовать шоуруму, это нарушение договора. Господи, я намеренно не переезжала долгое время, потому что, ждала, пока я открою компанию здесь. Честно говоря, я ждала, потому что это правда. Да. Это дальше. Еще много вопросов уже насеялось. Поехали. Да. Ну, в целом по договорам, детали уже... Уставной капитал застройщика, на это стоит ли обращать внимание? Уставные капиталы, это первое. Документы собственника, именно паспорты и тому подобное. Ну и чинот сам на землю. Вот на Верно. Это мы уже плавненько переходим к следующему моменту. Вообще, помимо договора, как бы хорошо бы проверить компанию, которая строит, что она вообще чем занимается, какая у нее репутация. Конечно. Да. Здесь мы сталкиваемся зачастую с одной самой главной проблемой, когда компания новая. Если компании застройщика меньше года, мы проверить ничего там не можем, потому что балансовая отчетность не сдавалась, никаких данных компании, кроме основных регистрационных, в госорганах нет, и мы можем проверить только земельный участок. Но в любом случае земельный участок всегда стоит проверять, на котором идет стройка, потому что бывают ситуации, на практике были, вот, например, тот же самый ПИКС. Слышали проект, на Пхукете был ПИКС, он недостроен, он только там началось строительство, фундамент, насколько я знаю, залили, было это года 4 или 5 уже назад, и потом выяснилось, что земельный участок был куплен за взятки, и объявились третьи лица, которые... То есть земельный департамент не имел права регистрировать, да, этот земельный участок. Ну, регистрация каким-то образом прошла, объявились третьи лица, которые предъявили свои права на этот земельный участок и признали сделку покупки застройщиком этого участка незаконной. То есть участок не принадлежит этим, получается, застройщику этому. Кроме того, там еще были нарушения по геодезии, там очень много было всяких проблем. Разрешение на строительство у них тоже было получено не очень легально.
нелегально. Это вина застройщика, или он, безусловно. когда покупал землю, он даже подумать не может, что вот это так может всплыть? Нет, там точно Там была вина точно. застройщика, Но это да. с этим кейсом, а вот если... Очень-очень редко бывают ситуации, когда есть права третьих лиц, которые мы не можем увидеть. Более того, у меня на практике вообще не было ни разу такой ситуации. И такие права теоретически могут быть, только если это какие-то договоры даже я вот придумать сейчас не могу, потому что все договоры, связанные с недвижимым имуществом, регистрируются всегда. Любые залоги, любые обратные выкупы, все что угодно, все регистрируется. Поэтому права третьих лиц всегда мы можем посмотреть. Право наследства вот здесь вот можно подтянуть, но так как бы условно. Если ты общаешься с собственником, ты понимаешь, жив он или нет, да. Вот, только единственное, что нужно проверить, собственник ли это по фотографии на ID хотя бы, да. Вот, то есть всегда обременения перед покупкой земельного участка видны в чиноте. Если они есть, то покупка, купля-продажа по-хорошему незаконна. Вот, поэтому чинот проверяем, чинот должен принадлежать застройщику на праве собственности. Если не чинот, а земельный участок, конечно, да. Если земельный участок не принадлежит на праве собственности, такое бывает очень редко, но случается. Например, когда берут в лисхолд земельный участок, да, там строят какой-то проект, и потом продают проект. Теоретически, что такого вроде как? Мы не хотим покупать участок, взяли в лисхолд, это дешевле, удобнее, проще. С другой стороны, когда застройщик начинает строительство, у него нет никаких активов. Когда земельный участок приобретается в собственность, это актив застройщика. Он стоит немало. Да. На Пхукете земельный участок меньше 20 миллионов вряд ли можно найти, а они значительно выше обычно, под кондик особенно. Соответственно, вот эти вот там те же 30-50 миллионов, которые стоит земельный участок, это уже активы застройщика. И если застройщик, у него возникнут проблемы со стройкой, хотя бы продав этот земельный участок, можно 50 миллионов активов обеспечить оплату обязательств. Дальше залоги банка встречаются на земельный участок. То же самое. То есть, когда у нас залог банка, то первым кредитором в случае каких-то проблем будет банк. И земельного участка точно так же у застройщика нет. Тоже, с одной стороны, экономически нормальная ситуация. Мы взяли кредит под залог земельного участка для того, чтобы строить. С точки зрения бизнеса все четко, все понятно. А вот с точки зрения покупателя у застройщика нет активов, чтобы обеспечить оплату обязательств в случае каких-то вопросов, да, если он не сможет достроить. Вот, поэтому это всегда проверяем. И компанию все равно мы смотрим. Мы смотрим, кто является директором-акционером компании. И что самое главное, что проверить, тоже важно, это судебную историю. Если есть против, допустим, акционеров компании, либо против самой компании, либо против собственника земельного участка, есть какие-то судебные дела, которые сейчас идут, то этот участок может стать залогом в этом, не залогом, а обеспечением в этом иске судебном и изъят в случае неисполнения обязательств. То есть, если есть какие-то споры судебные, надо об этом знать. И участок является в них обеспечением или не является. И если является, это опять же большой риск. Но вообще на самом деле есть моменты, которые можно проверить как бы застройщика без юриста. То есть на что обратить внимание и как первое впечатление об этом застройщике сложить. Во-первых, спросите у менеджера, который вам продает от застройщика, да, кто является инвесторами. Вот инвесторы, которые вложили деньги в начало стройки. Если от вас начинают скрывать инвесторов и говорить, да зачем вам это? Да это люди, которые не хотят светиться. Здесь большой вопрос, откуда вообще деньги, на какие деньги строятся, да? И второе, в какой момент начинается продажа? Идеальная картина, когда продажи начинаются после завершения постройки шоурума полностью. То есть у нас есть шоурум это тоже актив, он, между прочим, 100%. Стоит каких-то миллионов, да. У нас есть земельный участок в собственности, у нас есть шоурум как актив, да. У нас уже есть понимание, что застройщик, вот он начал строить, у них есть деньги на шоурум. Вот тогда уже можно заходить в стройку. Даже если основной проект еще не начался, все равно за счет этих активов какую-то часть обязательств получится покрыть. Поэтому смотрим на то, когда начинают строительство, когда начинает продажа, вот эти все истории. Вот вопрос тогда очень важный. Очень много молодых застройщиков на Пхукете, которые только открыли компании, грубо говоря. Как в таком случае проверять? Компания, она не прошла никакой аудит, грубо говоря. Получается, чинот на землю вы проверяете всю историю земли. Компания, насколько безопасно новичкам, даже имея хороший участок земли, абсолютно легальный, абсолютно выкупленный, и как еще ему показать надежность от себя, аж какие-то деньги завести в Таиланд. Допустим, у нас много сейчас россиян. Да. Как вот им показать клиентам, что у нас покупать безопасно?
Вот все те же самые пункты, да, смотри, идем, во-первых, рассказываем про инвесторов, что это за люди, строили ли они в России, есть ли у них какие-то другие, так, покажите проекты, которые они построили, все, это уже доверие, ну первое. Вот активом ли это является? Нет, это не актив, это репутация, это репутационная история, да, все супер. Здесь точно. Дальше, земельный участок, если зарегистрирован на компанию, мы это, естественно, увидим при проверке земельного участка, нет обременений, он на полном праве собственности, уставный капитал компании равен стоимости участка. Вот здесь мы сразу это видим. Важно понимать. И вы всегда, если ты видишь, что в компании уставный капитал большой, то вот этот уставный капитал, большая вероятность, что он был поднят для покупки земельного участка. Но еще мы это проверяем в земельном, понятно по чиноту, что там все окей, что собственником является компания. И в таком случае у тебя уже есть эта подушка безопасности на примерно 40-50 миллионов бат на обеспечение исполнения обязательств. То есть ты точно можешь знать, что если ты попадешь в те первые 50 миллионов бат, а застройщик перестанет строить, то ты их вернешь себе, свои деньги. Только главное попасть в эти первые 50. Как попасть? Смотри. Как раз хотела это, да? С языка. Да, здесь тоже на самом деле нужно просто следить за их деятельностью, за процессом строительства. Когда у них, если мы говорим про виллу, там все проще, да, потому что мы проще, платим за свою виллу. Да, это все окей. А вот когда про кондо, говорим про кондо, у нас есть график строительства. В договоре как прописано? У нас платежи привязаны к дате или к этапам строительства? Не у всех застройщиков это прописано, что подвязывают к дате. Я тебе больше по опыту скажу, это клиенты сами просят. Я лично под этап строительства. Конечно. Конечно. Я согласна. А если у нас платежи привязаны к датам без этапов строительства, получается какая ситуация? Оплатили первый взнос, второй взнос будет через 5 месяцев. Через 5 месяцев, по-хорошему фундамент должен быть залит, я не знаю, каркас какой-то там начать строиться должен быть. Через 5 месяцев стройка даже не началась. Даже не разровняли участок, а дата следующего платежа пришла. Что будем делать? Не оплатим платеж, нарушим договор. Застройщик расторгнет договор, удержит деньги. Потеряем деньги. Оплатим платеж. На что мы платим, когда стройка не идет? Несправедливо. Вот, абсолютно. Поэтому, если в договоре платежи привязаны к датам, либо мы договариваемся, чтобы эти даты соответствовали этапам строительства определенным, и это было прописано в договоре, либо мы идем к другому застройщику. Потому что это очень большой риск. Это действительно один из самых больших рисков в договоре. Потому что такая ситуация, когда платеж надо платить, а стройка не идет. Зафиксировали. Теперь, опять же, основной вопрос. Часто застройщики говорят, в среднем 2-3 года окончания строительства. Но бывает такое, что они задерживают. Как быть в таком случае? И что должно быть прописано в контракте, чтобы клиент обязательно посмотрел, какие у меня будут риски? Угу. Действительно, с недостроем сталкиваемся, не с недостроем, с задержкой строительства сталкиваемся постоянно. Даже застройщики очень крупные, у которых куча проектов, которые там славятся своей репутацией и качеством, все равно задерживают строительство. В договоре, скорее всего, будет прописано, что застройщик должен завершить стройку к такой-то дате, но в случае обстоятельств, которые находятся не под контролем застройщика, он может увеличить срок, но не более чем на год. Это окей. Это соответствует закону, здесь мы ничего не сделаем. Но когда этот весь срок прошел и дополнительный год тоже прошел, здесь тоже надо смотреть, потому что по-хорошему, когда застройщик увеличивает срок строительства, он обязательно должен уведомить об этом покупателя. Уведомление должно быть отправлено официально, то есть все должно быть четко. Если уведомления не было, он уже нарушает. Все, в момент окончания первого срока он уже нарушает. Если было уведомление, мы ждем окончания этого года, и только по окончании года мы можем уже говорить о том, что договор нарушен. Даже если до окончания строительства осталось 2 месяца, а там только фундамент залит, проблемы будут, доказать, сложно будет доказать. Получается, можно обратиться в твою компанию, подать иск, уже к застройщику подать в суд его. Верно. То есть, если у нас нарушаются сроки строительства, это нарушение договора, мы пишем официальную претензию, требуем возврата денег. Если нам не возвращают по претензии, мы идем в суд и добиваемся справедливости в суде. Тогда вопрос. Еще до ковида у нас здесь такая частая история была. Мы, в принципе, это видим недострои. Как тогда клиенты вообще выходили из таких ситуаций? Возможно ли
их перекидывали на другие проекты. Как вообще решались вопросы? Вот по опыту ты здесь давно живешь, по-любому знаешь эти кейсы. Да, конечно, ковид я прошла с клиентами Да, уже как юрист, да. поэтому да, я прекрасно это все знаю. Причем могу сказать, что в сам ковид самые популярные судебные дела, самые часто встречающиеся, были не недострой, была невыплата гарантированной аренды. Вот это тоже важный вопрос. Да. Вот это мы там в ковид всех застройщиков на колени ставили. Ой, красота. Да, но вообще, ладно, поговорим все-таки про вот этот недострой, да. Здесь, если есть недострой, это очевидное нарушение договора. Это 100% решение в пользу покупателя, если он нигде ничего не нарушал. Но возникает вопрос, есть ли у застройщика деньги, чтобы эти решения... Нету. Да, чтобы выплатить эти задолженности. Понятное дело, что там активов, если это недострой, не хватит на выплату всех абсолютно этих долгов, да, задолженностей. Поэтому происходит, к сожалению, так. Во всем мире происходит так, по-другому не может быть. Когда у нас у компании есть определенное количество, допустим, активов, тот же земельный участок, да, есть там 50 судебных решений, земельный участок после судебных решений продают на аукционе, и вырученные деньги отдают кредиторам. Причем кто первый в списке, тот и получает. Просто идут по списку по порядку. Кто последний, тот... Если деньги закончились, все остальные не получают ничего. Да, чтобы тогда подытожим, чтобы такой ситуации не было. И действительно, в Таиланде покупать недвижимость безопасно. Мы уже объяснили все формы собственности. Очень важно проверять все документы, которые мы сейчас перечислили, и чтобы таких ситуаций не было. Ну и репутацию застройщика. Да, но еще вот очень... Да, что может защитить от такого недостроя и от необходимости потом в суд обращаться, это следить за этапами строительства и... вовремя бить тревогу. Да, вовремя отправлять застройщику уведомление о том, что вы нарушение фиксируете, что вы видите все. Потому что главная задача, если начинаются проблемы со строительством, это быть первым в очереди кредиторов. Ну, может быть, не первым, но хотя бы в первой десятке, чтобы получить хоть что-то. Очередь кредиторов строится из даты получения судебного решения. Чем раньше человек обращается в суд, тем раньше он получает решение, тем ближе, ближе к началу очереди он по какой находится. причине вообще перестают строительство застройщиков? Причем это очень крупные застройщики были, которые мы даже знаем не достроились. Вот по какой причине? Что Слушай, может так? Их же нету цели обмануть. Да, вот я как раз хотела сказать, что как раз мошеннических историй на Пхукете я не сталкивалась с ними. Да. Я сталкивалась с одной историей, где не было мошенничества, но было похоже на то. Но там в итоге все нормально разрешилось, деньги вернули, все окей. Из-за чего происходит недострой? Ну, во-первых, в ковид, понятно, очевидно, что не было покупателей, некому было продавать, остановились продажи, остановилась любая прибыль, не было даже арендаторов, у застройщиков просто не хватило денег на строительство проекта. Проекты были заморожены через, сколько у нас, 2 года ковид был, через 2-3 года, когда не смогли вернуться к этой стройке, там уже пришлось все перестраивать, на это нужны дополнительные расходы. Конечно. Поэтому в ковид, это был форс-мажор, здесь такое бывает. Что тогда с такими комплексами делать? Это же шоколадные земли, просто реально. Вот стоит участок земли с недостроем. Это возможно как-то обновить, как-то снести, либо восстановить? Конечно. Почему можно выкупить участок. Выкупить. Слушай. Да, согласна, есть кейс. Да, мне кажется, что есть. Уже нет на Пхукете таких участков, но их очень мало, которые под заброшкой. Уже выплачивают. Где-то кто-то демонтирует, кто-то уже восстанавливает. Тем более на Майкау даже знаю такой кейс, что отель в ковид встал, естественно, виллу он не достроил, но их перекупили, и прекрасно они сдаются сейчас по X8. Вот, вообще прекрасно, Я, кстати, на самом-то деле, это действительно хороший рост цены мы с тобой увидели здесь, поэтому, по-моему, мы вот все возражения здесь по поводу вида собственности закрыли. Так, ура! Это все мы объяснили. Давай еще на чуть-чуть вот по поводу, если гарантированный доход все-таки не выплачивают, потому что для меня это тоже актуальная тема. Что тогда делать клиенту?
Идти в суд, Идти если в суд, застройщик... смотреть контракт, давай что так. там указано. Да, давай начнем все-таки постепенно, потому что я вот хоть и говорю про эти суды, на самом деле я их очень не люблю. Никто Понятно, их не кто любит, их да. любит? Это нервы, это деньги, это время. Суды длятся не меньше года, поэтому надо понимать, что если идем в суд, то это просто надолго, это и, еще и траты дополнительные. Мгм. Поэтому мы всегда стараемся без суда решить. Если у нас не выплата гарантированной аренды, значит, что застройщик действующий, значит, там есть какие-то лица, с которыми можно связаться, с которыми можно провести переговоры. Первое, что мы пытаемся сделать, это провести переговоры. Застройщик сам прекрасно понимает, что он нарушает договор, если не выплачивает аренду. Но у него нету сейчас денег, чтобы выплатить эту аренду. Мы садимся за стол переговоров и пытаемся договориться о рассрочке. Допустим, заключаем договор там на 2 года. В течение 2 лет он вот сумму задолженности выплачивает такими-то платежами. Да? Если это устраивает клиента, если застройщик согласен, то есть он понимает, что он сможет этому графику следовать, подписываем договор, идем по договору. Если застройщик не идет на переговоры, тогда, понятное дело, только в суд. Но последнее время, я тебе скажу, я сталкиваюсь с тем, что застройщики очень хорошо идут на переговоры и стараются достичь вот этого компромисса Вот без теперь суда. важный вопрос, потому что у меня сейчас тоже клиент купил гарантированный доход, на что он должен обратить внимание, потому что чаще же у нас гарантированный доход в управлении какой-либо компании отельной, и вот что должно быть прописано в контракте, на что он должен обратить внимание, чтобы он, если обратился в суд, ему точно помогут. Вот здесь все, кстати, значительно проще, чем с договором купли-продажи, потому что самое главное, чтобы в этом договоре были прописаны четко даты, в которые клиент должен получать этот доход, чтобы по этому договору было четко понятно, из чего состоит этот доход. То есть, если там вычитаются какие-то расходы на содержание, это должно быть все прописано, какие расходы вычитаются, да, из каких сумм, как переводятся деньги. То есть, вот когда вот это все прописано, там, в принципе, никаких проблем нет. Вообще, что касается гарантированной аренды, даже когда это просто 2 пункта в основном договоре, но только не те пункты, которые говорят, что стороны обязуются заключить по завершении строительства договор гарантированной аренды. Нет. А когда вот прописано, что стороны согласны, что вот будет гарантированная аренда с выплатой раз в год до такого-то числа, в таком-то проценте, все расходы несет там, допустим, управляющая компания. Вот этого достаточно уже. Поэтому самое главное, чтобы просто было четко прописано, кто как получает. Очень важно, я сейчас успокою своего клиента. Да. В принципе, в этом все четко. Но по сути, самые важные вопросы по поводу именно формы собственности мы сказали. Все-таки мне еще интересен вопрос про налоги. Прежде чем мы перейдем о налогах подоходного налога, все-таки очень важная тема. Сама знаешь, в нынешних реалиях уже 2 года здесь живут наши соотечественники, все страны СНГ, допустим, на примере России. Ребята, которые живут здесь 2 года, они не являются налоговыми резидентами в России, но как им легализоваться здесь и возможно ли, если у них какие-то студенческие визы, диджитал визы, если они не хотят открывать здесь компании, как вот им здесь быть? И вопрос, конечно же, допустим, у кого-то есть своя квартира, и они сдают ее в аренду. Тоже вот этот доход о прибыли, о налогах о прибыли тоже очень интересно услышать о тебе. Правильно говоришь, налоги должны платить все. Да, да. Что касается резидентства, на самом деле здесь неважно, какая у тебя виза, долгосрочная, краткосрочная. Если ты проживаешь в Таиланде более 180 дней в году в налоговом периоде, налоговый период у нас с 1 января по 31 декабря, то ты являешься налоговым резидентом Таиланда. Но если ты даже не являешься налоговым резидентом, это не значит, что ты не должна платить налоги. Они просто немножко разные для резидентов и нерезидентов. Вот если ты являешься резидентом, с любых доходов ты должна платить НДФЛ, налог на доход физлица. Как мне его показать? Любой доход. Доход у него приходит, допустим, из России. Не знаю, кто-то ему возврат долга сделал. К примеру, если, опять же, он не является налоговым резидентом в России, соответственно, он не ведет никакую деятельность. Потому что этот вопрос был конкретно от моих друзей, там идет какая-то, допустим, выплата у него, к примеру. И здесь как он должен оплачивать эту выплату, что он должен, куда заявить, куда идти?
Мгм. Здесь все просто. Вот НДФЛ, налог на доход физлица, оплачивать его обязанность каждого из нас личная наша. Никто за тебя не должен идти в налоговую и оплачивать этот налог. Налог оплачивается на основании декларации. Раз в год, можно раз в полгода по твоему выбору, ты должна сходить в налоговую, даже не сходить, сейчас онлайн можно заполнить декларацию на НДФЛ, заполнить декларацию на тайском, там она, по-моему, сейчас есть на английском языке перевод. Потом сразу скажешь, сколько, какие проценты у нас НДФЛ. Ага. Вот, собственно, Интересно. ты берешь вот этот бланк налоговой декларации, заполняешь туда. Доходами является все то, что пришло тебе на банковский счет. Если у тебя, например, возврат займа идет, да, это не твой доход, но ты должна это сама доказать в налоговой. Ты должна приложить договор займа, показать, когда ты эти деньги отдала, что за деньги, которые ты дала в займ. Если ты их дала, допустим, в прошлом году в займ, да, и при этом в Таиланде эти деньги заработала, где налоги? Ты с них оплатила налоги? Займ – это же не расход. Займ ты должна сначала получить доход, оплатить налоги, а потом дать займ. И вот этот займ, когда тебе возвращают, ты не оплачиваешь налог, верно. Но тебе нужно это доказать. То есть налоговая не будет заморачиваться. Она увидит сумму на твоем счету вот такую, да, это твой доход, плати налог. Поэтому нужно заполнить декларацию, подложить все документы, которые ты считаешь, что снижают твою налоговую базу. Но я скажу тебе так. По НДФЛ налоговая база практически не снижается. Налог на доход физлица. Вот. И ставка у него от 0 до 35%, в зависимости от суммы дохода. Все, что свыше 5 миллионов бат в год, облагается по ставке 35%. До 5 миллионов она возрастает просто от 0 до 35% в зависимости от порога. Поэтому НДФЛ здесь действительно очень большой. И платить его должны все, и резиденты, и нерезиденты. Единственное, что нерезиденты Таиланда платят НДФЛ, платят только часть этого налога, это withholding tax, удерживаемый налог. Это 15%. 15%. Да. То есть со всех доходов нерезиденты должны платить 15%, а резиденты до 35% по возрастающей. Если собственник квартиры живет в России, он платит там налоги, сдает здесь квартиру, он должен заплатить, вот самостоятельно сдает своим знакомым, получает доход на тайскую карту, он обязан заплатить 15%. Он, неважно, куда получает доход, на тайскую карту, либо ему свифтом переводят, либо он вообще наличкой в России забирает, но договор аренды есть. Интересно, да. Когда есть договор аренды, когда есть отношения арендные, то это доход сразу, в договоре же прописано, сколько они платят. Соответственно, он должен отчитаться по этому договору в налоговую и заплатить 15%, даже если он не резидент, он платит 15%. Либо он передает свою квартиру в управление, Да. либо агентство недвижимости, Да. либо это гарантированный какой-то доход или просто рентал пул от застройщика, и застройщик уже с него снимает там 15% налогов. Ну, по-хорошему, Так. застройщик это не должен делать, но об этом можно договориться. И то есть здесь по НДФЛ бывают ситуации, когда есть обязанность налогового агента, например, у работодателя. Вот у тебя есть разрешение на работу, допустим, ты работаешь на какую-то компанию, и перед тем, как выплатить тебе зарплату ежемесячно, работодатель обязан удержать вот этот НДФЛ, оплатить за тебя в налоговую. Но это единственная ситуация, когда у тебя есть налоговый агент по закону. Во всех остальных случаях ты приходишь в агентство недвижимости, говоришь: управляйте, пожалуйста, моей недвижимостью и платите, пожалуйста, за меня налоги. И тогда подписываешь договор, и агент по недвижимости, либо юрист любой может за тебя подать эту декларацию, отчитаться по твоим налогам и заплатить. Все просто, все понятно. Вот теперь вопрос вообще, который меня очень сильно интересует. Так. Все-таки криптовалюта. Ох. Насколько она легальна в Таиланде, но и сама знаешь, как у нас работает обменная система, когда ты выводишь через крипту и кладешь себе на тайский счет, насколько это является прибыль, и нужно либо с этой суммы платить налоги, вот как в этой ситуации быть, насколько вообще легальная схема и как нас успокоить? Да, смотри, классный вопрос про крипту. Вообще крипта здесь в Таиланде является легальным средством расчетов, никаких проблем с ней нет, за исключением того, что криптой нельзя оплачивать недвижимость по закону. То есть застройщику перевести крипту за оплату недвижимости и получить чек от застройщика о том, что недвижка была оплачена криптой, нельзя. Это незаконно. Но, естественно, застройщики принимают крипту, но оформляют это просто, что оплата была кэшем. Вот и все.
И что касается крипты, здесь есть два варианта действий с криптой. Первый вариант – это тайские биржи. Биткап, там еще какие-то есть сейчас. Нет, Binance не уже, тайская, кстати, именно всё, тайские. Биткап. Именно тайские, еще одна есть какая-то, не помню название сейчас. Ну, в общем, тайские именно биржи. Они работают абсолютно легально. Они абсолютно легально берут крипту, переводят их на счет на тайский, наличный. Здесь все то же самое. Крипта – это обычный актив, с которого мы получаем доход. Купили дешевле, продали дороже, с дохода заплатили, с разницы заплатили. А вот та история, когда через обменники идет, это P2P, да, операции. Да. Вот здесь уже это настолько серая зона, что на самом деле никто не знает, как с ней быть. Но по факту что получается? У человека появляются деньги, непонятно откуда, со счета какого-то физлица. То есть там где-то на криптобирже прошла вот эта P2P операция, да, и физлицу, иностранцу на счет там от тайца либо от другого иностранца пришли баты просто, да. Что это за баты? Они откуда пришли? Вот, интересно. То есть можно не объяснять, откуда они пришли и зачем вам вот этот вот таец-иностранец переслал эти деньги, но с них нужно налог заплатить. Потому что все, что пришло на тайский счет, либо вот внутри территории Таиланда, это то, что заработано на территории Таиланда. И неважно, как вы их заработали, вы их получили как комиссию, вы вывели крипту или как угодно. Заработанные деньги. Если с этих денег ты оплатила налог, вопросов никаких нет. Здесь есть нюанс небольшой по поводу резидентства, нерезидентства. Вот у нерезидентов есть очень классная особенность, бенефиция, скажем так. Они платят налоги в Таиланде только с тех денег, которые они заработали в Таиланде. Если человек заработал деньги за рубежом и завел сюда в Таиланд, он с этих денег здесь налог не платит, только нерезидент. Резидент платит. Так вот, если это у нас SWIFT, то это завод из-за рубежа. Если это у нас крипта, декларирование на таможне, это тоже. Это завод из-за рубежа. Да. А если это у нас крипта, в смысле, это не крипта даже, смотри, это не крипта, это перевод либо наличные, да. Это деньги, заработанные в Таиланде. Вот. То есть вот этот вот момент здесь нужно иметь в виду. Но это первое. И второе, сейчас, к счастью, значительно меньше стало таких историй, но где-то год назад просто чуть ли не каждый день в новостях читала, как вот эти мошенники, там вот эти схемы через крипту, когда каких-то подставных лиц где-то кому-то деньги забрали, подали на кого-то, что он, не знаю, лишние деньги получил, а на самом деле не получал. Таких схем было очень-очень много. И это вот, собственно, мошенничество, которое на базе крипты было. То есть про это мы сейчас, это уже немножко не юридическое, да. А вот про обменник вы должны понимать, как только деньги поступили на счет физлица, вот здесь тайский в Таиланде, все. Физлица на физлицо. Неважно откуда. Всё, наличные ты получила из обменника, пошла в банк и положила себе на счет. То же самое, конечно. Все, очень классно. Нет, но здесь на самом деле правило одно единственное простое. Все, что ты получила на территории Таиланда, ты с этого должна оплатить налог, НДФЛ. Тогда вопрос, вообще очень важный для меня, как можно нужно ли легализовывать здесь деньги, когда ты платишь за свою квартиру, и в каких формах собственности не нужно легализовывать. Вот на иностранную квоту обязательно важно, чтобы ты завел деньги по свифту со своего имени, на лист-холл нужно либо не нужно, и на тайскую квоту. Ну, все-таки как-то ее все равно уберегаем, но в любом случае озвучить надо. Вообще нужно легализовать абсолютно все денежные средства, которые ты заводишь для приобретения недвижимости. Здесь тоже разделяем. То есть есть требования закона, допустим, вот эта справка из банка, про которую ты уже, считай, сказала, да, Credit Advice, FET, Торторсам, да, как ее не называй, справка одна, да. Это справка, что это такой документ, который подтверждает, что деньги зашли из-за рубежа на приобретение конкретного объекта. То есть нам важно, что эта справка подтверждает, что был SWIFT, и что эта справка подтверждает, что этот SWIFT зашел на конкретный объект для конкретного покупателя. Вот для фрихолда по закону это обязательно. Тут никуда не денешься, она нужна. Дальше, помимо того, что она нужна на фрихолд, эта справка поможет тебе потом легально вывести эти деньги, когда ты продашь квартиру. У тебя есть свидетельство, доказательство того, что они зашли из-за рубежа и потом вышли за рубеж. Все. То есть ты эти деньги здесь никак с них не заработала, считай, да? Если заработала, то заплатила налог только с того, что заработала. Поэтому SWIFT нужен, вот эта справка, точнее, нужна не только для регистрации, а в том числе для легализации вот этих денег. Теперь, что касается других форм владения недвижимостью. На листхолд. В законе прописано, что если иностранец покупает недвижимость на праве собственности, он обязан предоставить эту справку. Листхолд у нас не право собственности. Но на Пхукете
в обоих земельных департаментах уже требуют справку на лизхолд в том числе. Потому что лизхолд здесь, приравнивается он примерно к собственности. Может полностью им распоряжаться этой квартирой арендатор, да, так, как будто бы он собственник. Налоги арендатор платит на эту квартиру, да, как будто бы он собственник. Поэтому земельные сейчас начали требовать. Здесь история вот с этим надо, не надо на лизхолд, оно работает так, как интерпретирует текущий представитель власти. Да. Вот есть у нас этот закон, а есть у нас офицер земельного департамента, главный офицер в земельном департаменте. Главный офицер сказал, что, ребят, лизхолд, считайте, правда, давайте это. Окей, да, на лизхолд требуют. А как тогда выводить деньги из России? Может быть, ты знаешь какие-то банки, которые свифтом пользуются, либо что ты порекомендуешь россиянам, как им оплачивать за свою квартиру? Вот самая большая головная боль сейчас – это действительно заведение денег из России именно, потому что свифтов нет. Есть там какие-то банки, Тинькофф по 50 тысяч долларов отправляют. Что такое 50 тысяч долларов? Конфетами отправить. Это конечно. Готовиться заранее, в течение 2 месяцев по 50 тысяч долларов в день отправлять. На самом деле не 2 месяцев, конечно, там прям поменьше получится. Ладно. Да, это большая проблема. Клиенты у меня сейчас выходят из этой ситуации только путем использования зарубежных компаний. То есть это, например, у нас гонконгская компания или какая-нибудь дубайская компания, либо в Казахстане тоже какое-то время. Таджикистан, все. Вот эти все. На свое имя открыть. Да, главное, что можно и не на свое имя, можно через компании, через третьих лиц заводить, это не принципиально. Здесь главное, чтобы была возможность в эту страну рубли как-то вывести. Проще всего это сделать криптой, да, например, крипту в ту страну отправить, положить ее на счет, и сюда завести свифтом. Да, здесь супер. Вот когда свифт заходит, от кого угодно, от компании, от физлица. Кстати, ты хорошо подметил, я потому что уверена была, что очень важно, кто покупает от этой фамилии, грубо говоря, завести на счет застройщика. Можно третье лицо. Да, можно. Однако я здесь действительно в последнее время мы столкнулись несколько раз. Такое было, когда застройщик требовал, чтобы деньги заходили только с личного счета покупателя. Я не знаю, на чем это требование основано. У нас есть те же самые эскроу-услуги, да, все про них слышали. Когда говорим даже про стандартные, когда банки оказывают эскроу-услуги, банк принимает на свой счет, не на счет физлица, а на счет банка эти деньги. И банк за физлицо платит. Или когда эскроу-услуги оказывают агенты. Например, мы, как юридическая компания, оказываем услуги по расчетам. Мы берем деньги от покупателя, храним до регистрации, отдаем продавцу в день регистрации. Никаких вопросов нет. На самом-то деле, решаем. Да, вот этим агентом может выступать абсолютно кто угодно, агентом по расчетам. Поэтому с точки зрения регистрации в земельном департаменте и актуальности этой справки, она 100% будет работать на регистрации, неважно, кто завел. Но говорю, что не могу прокомментировать это требование застройщика пока. Самое главное, чтобы в этой справке было указано правильное назначение, еще раз повторюсь, за приобретение конкретного объекта с конкретным адресом и с именем и фамилией покупателя. Размер можно упустить, ладно. Там размер не имеет значения в данной ситуации. Но там же на чиноте в любом случае они же прикладывают чинот, техническую часть чинота, там уже размер написан, в принципе. В справке это не обязательно. Да, то есть вот адрес конкретно, то есть нам нужно точно понимать, на какой объект недвижимости и кто будет покупать. Поэтому нужен адрес и имя, фамилия покупателя, и все. Все, хочется уже подытожить наш подкаст, потому что тему налогов я тебя приглашу в следующий раз. Мне очень интересно и как для предпринимателей, и как для моих клиентов. Но на сегодняшний день у нас 2 формы собственности. Лизхол, фрихол. Лизхол абсолютно безопасная. Дома покупать вообще прекрасно. В собственность, но земля будет в лизхолде. Все безопасно. Посмотреть такие-то, такие-то пункты. Еще раз скажу вам. Переходите по ссылке в описании, забирайте телеграм Алены и гайды обязательно, очень важно. Можно написать завещание, мирным путем могут договориться молодожены, чтобы поделить все возможно. Все работает, все на стороне покупателя, поэтому покупка недвижимости в Таиланде абсолютно безопасна. Полностью подтверждаю и хочу от себя еще сказать, что на самом деле
судебная система, не только судебная система защиты прав в Таиланде работает достаточно хорошо. Права защищают, неважно, вы являетесь иностранцем или тайцем. При грамотно составленных договорах, при проверке всех документов, при своевременном принятии определенных мер вы будете защищены полностью. Не стоит бояться покупать здесь недвижимость. Мы здесь живем уже много лет, много. Вот. И живем мы здесь не потому, что нам приспичило и нас связали, да, потому что здесь кайфово. Вот, классное слово. Вот. Поэтому еще очень важно, обращайтесь в хорошее агентство недвижимости, которое на рынке уже давно, в том числе и я. Я уже буду сотрудничать с Аленой, я в восторге. Спасибо Поэтому большое. Обязательно пишите в комментариях, какой вопрос бы хотели услышать вы. Я Алену приглашу по налогам. Мы еще все более детально расскажем про налоги и про визы. Тоже очень актуальный момент. Поэтому в следующем выпуске смотрите нас уже в другом формате. Налоги. Договорились. Всё, хорошего вам просмотра. Спасибо приятного. большое. Всем пока.